Привет, мальчишки и девчонки, а также их родители. Это программа «Бергаляп Иряник», в которой мы учим слова на татарском языке вместе с вами и нашими участниками. Давайте с ними познакомимся. Сегодня у нас в гостях семья Морозовых, Кира и ее мама Светлана. Здравствуйте! Здравствуйте! Во второй команде семья Павловых, Дарья и ее мама Екатерина. Здравствуйте и вам! Очень рады вас видеть, слышать. Очень здорово, что вы в хорошем настроении. Давайте познакомимся с нашими маленькими принцессами поближе. Кира с ранних лет ходит на занятия в спортивную школу. Творчество в семье Морозовых стоит на первом месте. Всякое проявление интереса со стороны Киры по отношению к искусству всегда поощряется. С 6 лет Кира начала танцевать, а также заниматься в детской музыкальной школе по классу вокала. Кира, расскажи, пожалуйста, какие успехи в вокале у тебя уже есть? Наша Кира, как начала выступать, она является постоянной участницей фестиваля «Созвездие» и является лауреатом этого конкурса. Но также и мы выступаем на многих других конкурсах и на мероприятиях в Дворце культуры нашем и в городе. Кира, расскажи, пожалуйста, кто твой любимый исполнитель, кто твой любимый певец? Queen. Группа Queen. А в будущем кем хочешь стать? Певицей. Певицей. А в каком жанре будешь исполнять песни? Может быть, это классика, опера, эстрадный вокал, джазовый? Может быть, рэп? Эстрадный. Эстрадный вокал. Значит, будешь популярной эстрадной певицей. Да? Но тогда мы ждем с нетерпением твоего появления на самых больших сценических площадках, на самых главных телеканалах и самых главных музыкальных проектах. Давайте знакомиться со второй героиней. Ее зовут Даша. Она настоящая артистка. Со времен детского сада ей уже доставались главные роли в «Утренниках». Она играла Белоснежку, Снегурочку, Красную Шапочку и так далее. Дальше были бальные танцы. Успех пришел не сразу, но уже завоеваны кубки и медали. С 7 лет она стала заниматься вокалом в ансамбле, а позже и сольно. Сейчас она лауреат первых и вторых премий на конкурсах. Ни одно семейное мероприятие не проходит без Дашиных песен. Танцы тоже всегда в ее жизни. Сейчас она уже танцует в Орфее, обожает животных. Своего любимца графа, это овчарка, кошек и лошадок. Она любит наряжаться, готовить шарлотку и пиццу, кататься на коньках, плавать в бассейне. В общем, у нее очень большое количество увлечений. Даша, скажи, пожалуйста, вот из всех этих увлечений, что тебе больше по душе? Что больше нравится? Петь. Петь, какие песни ты любишь исполнять? Синий платочек. «Синий платочек». А можешь кусочек? Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч. Ты провожала и обещала синий платочек сберечь. Аплодисменты, аплодисменты. Екатерина, скажите, пожалуйста, вот у вас достаточно плотный график, да, я сказал, что и готовка, и пицца, и катание на коньках, плавание в бассейне, хореография, вокал. Как вы все успеваете? У нас папа главный помощник. Папа извозчик себя называет. В общем-то, без папы никуда. Как вы видите ее будущее? Мы бы хотели, чтобы она все-таки продолжила петь, покуда будут возможности и голос будет позволять. Да, Даш? И другие хобби, конечно, тоже хотелось бы, чтобы ее в жизни присутствовали. Мне остается только пожелать вам больших успехов и покорения новых вершин. Желаю удачи в сегодняшней игре. Итак, мы познакомились с нашими командами. Давайте начинать нашу игру. Сегодня мы будем изучать слова на букву «И». Поехали! Это первый тур программы «Бергаляп Иряник». Вкратце напомню правила. Наши маленькие девчонки и мальчишки будут рассуждать и рассказывать о вещах, предметах и явлениях, связанных с нашей темой. Сегодня мы изучаем слова на букву «И». Задача наших команд очень простая – угадать, о чем или о ком идет речь. Итак, давайте мы начнем сегодня с семьи Морозовых. Кира, Светлана, вы готовы? Да. Да. Тогда слушаем и смотрим первый вопрос. Про нее сложно много песен. У нее листья вниз опущенные. Она очень целебная. Если ее долго накроешь и несколько минут ждать, и вся болезнь погибнет. Ее часто называют плакучей, потому что с нее капают капельки воды. Ее часто сажают у воды. Итак, давайте узнаем ответ у нашей команды. Кира, Светлана. Ива.
Ива. Ива, принимаю этот вариант ответа и поздравляю вас, это правильный ответ, молодцы. 1 балл уходит вашей команде. Ива, по-татарски тол. Продолжаем с семьей Павловых. Дарья, Екатерина, следующий вопрос для вас. Это вот такая вот палка, которая очень острая. Длинный, короткий, очень острый или не очень, такой тупой. Это такая вещь, которой направляются нитки. Нитки просто так не могут сами воткнуться. Их втыкают. В конце есть дырочка, в которую мы просовываем нитку. Это такая вещь, она очень тонкая, и в ней есть отверстие для ниток. Давайте узнаем ответ у нашей команды. Иголка. Иголка, думает семья Павловых. Я принимаю этот вариант ответа и дарю вам 1 балл, потому что это правильный ответ. Молодцы. Иголка по-татарски «эне». Продолжаем учить слова и переходим к следующей команде. Это бывает, когда очень холодно. Это тонкий снежный слой. Замерзают деревья. Вот такие узоры делаются на окнах. И при свете они очень блестят. Иней. Иней. Уверены? Да. Да. Тогда я принимаю этот вариант ответа и поздравляю вас и дарю вам 1 балл. Это правильный ответ. Молодцы. Иней по-татарски «без». Итак, следующий вопрос для семьи Морозовых. Внимательно смотрим. Если я правильно понимаю, то это что-то связано с татарскими костюмами. Это такие сапоги, которые там есть узоры. Девочки надевают это на ноги. Сделано это из кожи. У моей бабушки есть такая обувь. На нем сделаны узоры татаров. Мы танцевали татарский танец, мы тоже их одевали. Когда я вырасту, я тоже хочу такой. Давайте узнаем ответ у нашей команды. Как вы думаете, что это? Затрудняемся. Затрудняетесь ответить. Это было слово «ичиги». А на татарском это слово звучит как «щитек». «Ичиги», «щитек». Мы продолжаем, на очереди 5-й вопрос. Задаем мы его 2 командам, а вот кто будет отвечать, выберет наш компьютер, поэтому сначала смотрим вопрос. Это который человек играет игру. Это тот человек, который сражается против противников Волейбол, футбол. в бадминтоне, в теннисе. Итак, давайте спросим у нашего уважаемого компьютера, кто же будет отвечать. Уважаемый наш компьютер, выбери, пожалуйста, команду. Отвечает семья Павловых. Именно их выбрал компьютер. Даша и Екатерина. Кто же это был? Игрок. Уверены? Да. Я принимаю этот вариант ответа. Это игрок. Молодцы, я вас поздравляю. Игрок по-татарски «уенче». После первого тура счет у нас равный 2-2. Мы переходим во второй тур. В эфире программа «Бергаляп Ираник». Прежде чем мы продолжим, давайте вспомним слова, которые мы сегодня выучили. Итак, Даша, как будет по-татарски «ива»? Тол. Именно так. Продолжаем. Кира, тебе слово «иголка». Эне. Именно так. Даша, тебе слово «ичиги». Щитек. Щитек, совершенно верно. Продолжаем. Кира, тебе слово «иней». Без. Без. Хорошо, это правильный перевод. И, Даша, тебе слово «игрок». Унче. Уинчен, Next Life, правильно. Итак, уважаемые команды, мы готовы начать второй тур. Во втором туре на экране появятся картинки. Они расположены в определенном порядке. Ваша задача запомнить, где какая картинка расположена. Все картинки обозначают сегодняшние слова. На это у вас будет 15 секунд времени. Как только оно выйдет и истечет, я буду задавать вам разные вопросы. Готовы? Да. Да. Тогда внимание на экран, 15 секунд, время пошло. Итак, время вышло.
Мы закрываем наши картинки цифрами. Давайте задавать вопросы и получать на них, надеемся, правильные ответы. Начнем мы с Даша, с тебя. Скажи, пожалуйста, где находится Ичиги, Щитек? 5. Цифра 5. Уверена? Да. Я принимаю этот вариант ответа. Давайте откроем цифру 5. Это правильный ответ. Молодцы. Ичиги, Щитек находятся именно там. Продолжаем с командой Морозовых. Кира, скажи, пожалуйста, где находится Ива, Тол? 1 и 8. Давай выберем одну цифру, которую будем открывать. 1. 1. Я принимаю этот вариант ответа. Откройте нам, пожалуйста, цифру 1. Это правильный ответ. Молодец. 1 балл твоей команде. Даша, Екатерина, скажите, пожалуйста, где находится иголка, Эне? 2. Откройте нам, пожалуйста, цифру 2. Это правильно, там была иголка. Вы приносите 1 балл своей команде. Следующий вопрос, Кира, Светлана, вам. Где находится иней, Бес? 4. Попробуй. 4. 4. Я принимаю этот вариант ответа. Откройте нам, пожалуйста, ячейку номер 4. Там находится иней. Молодцы. Уважаемые команды, на очереди у нас 5-й вопрос. По традиции я обращаюсь к нашему многоуважаемому компьютеру, который скажет нам, какая команда будет на него отвечать. Итак, компьютер выбрал семью Морозовых. Кира, Светлана, вам отвечать на вопрос, где находится игрок. Одна цифра. 3. Точно? Да. Я принимаю этот вариант ответа. Вы сказали, что это цифра 3. Мы ее открываем. И поздравляем, потому что это правильный ответ. Молодцы. Вы большие умницы. Пора подвести итоги и этого тура. После второго тура с отрывом в 1 балл впереди Кира и Светлана Морозовы. Я вас поздравляю. Павловы, не отчаивайтесь. Еще один тур есть и есть возможность отыграться. Мы продолжаем нашу программу. Это программа «Бергаляп Иряник». Уважаемые зрители, если вы пропустили наши выпуски, то подписывайтесь на YouTube-канал Шаян ТВ. Там много всего интересного. Ну а в третьем туре наших команд ждут ребусы. На экране появятся 3 картинки, которые так или иначе связаны с одним из тех слов, которые мы сегодня выучили. Уважаемые команды, ваша задача не просто назвать ответ, но и объяснить, как каждая картинка связана с тем словом, который вы назвали. Итак, давайте мы начнем с лидирующей команды, с семьи Морозовых. Кира, Светлана, первый ребус для вас. Внимательно смотрим на экран, там появляются картинки. И вместе с вами разберемся, что мы видим. Игровые автоматы. Игровые Автоматы. Игроки. Да. И футбол. Игрок. Игрок. Почему? Игры. Объясняйте. Ну, потому что, игрок, он играет в разные игры, В получается. автоматах. В автоматах она, получается, В приставках. в приставках и просто И вот какие-нибудь футбольные и настольные игры там. Ну, я принимаю ваш ответ, и мне здесь нечего добавить. Исчерпывающий ответ, исчерпывающее объяснение. И 1 балл достается вашей команде за правильный ответ. Это игрок. Уенща. Молодцы. Итак, слово второй команде, семье Павловых, Дарья, Екатерина. Также появляются на экране 3 картинки. Вместе с вами размышляем и жду от вас ответ. На картинке показаны иголки, швейная иголка, иголка медицинская и у кресла ножки в виде иголки. Итак, ваш ответ – Иголка. иголка. Я его принимаю, объяснение мы услышали. Действительно, в швейной машинке есть иголка. Вводит нам разные препараты с помощью шприца с иголкой. И есть выражение «сидеть как на иголках». Это была иголка. Я вас поздравляю, молодцы. Это правильный ответ. Итак, уважаемые команды, пора подвести итоги сегодняшней игры. Сегодня в нашей игре с минимальным разрывом побеждает семья Морозовых Кира и Светлана. Я вас поздравляю!
Даша и Екатерина, пожалуйста, не расстраивайтесь, потому что самые главные победы еще впереди. Огромное спасибо обеим командам за сегодняшнюю игру. Много нового мы узнали о вас. Конечно, желаем вам дальнейших успехов. Уважаемые зрители, учите языки, но никогда не забывайте свой родной туган телегизне берхошанда онотмагас. На сегодня мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Всем пока-пока. Сау булагас. Ну как у вас впечатление? Кира, как впечатление от игры? Отлично. Отлично, ну, конечно, раз победила. Да, конечно. Даш, я надеюсь, ты Даш, я надеюсь, ты не расстроилась. Нет. Нет, ну я же сказал, все самые главные победы впереди, поэтому еще много вершин предстоит покорять. Огромное вам спасибо, все, всех обнял, расцеловал.